Мы уже третий год реализуем программу поддержки с федерального бюджета создания новых мест в системе дошкольного образования с целью в каждом регионе России до 2016 года обеспечить стопроцентную его доступность для детей в возрасте от 3 до 7 лет. И не секрет, что именно в Якутии, среди нескольких других регионов, ситуация действительно серьезная и вызывает озабоченность. Это связано просто с тем, что в течение десятилетий эта проблема была вне фокуса внимания властей и региональных, и федеральных. Поэтому сейчас приходится нагонять то отставание, которое накапливалось довольно долго. За прошлый год в республике создано больше 5500 мест в системе дошкольного образования, но очередь все еще большая, особенно в городе Якутск. И более того, мы сегодня как раз обсуждали, что несмотря на то, что республика полностью освоила федеральные средства, план по вводу мест выполнен не полностью, то есть планировали на 1000 примерно мест больше, чем создали. Поэтому сейчас крайне важно использовать то время, которое у нас есть в 2015 году. Мы обязательно будем республике помогать и финансами, и методиками, использовать на то, чтобы максимальное количество мест создавать. Не только за счет нового строительства, но и за счет новых форм, вариативных форм, в частности, привлечения негосударственного сектора, предпринимателей в социальной сфере к решению этой важной задачи. Тем более, что есть очень положительный опыт других российских регионов. Да, на протяжении ряда лет, если брать с 2001 года, мы ежегодно вводили год по 10 новых школ, новых зданий школ. Это где-то 185 у нас с вами сегодня школ с 2001 года построено. И доступность общего образования у нас сегодня обеспечивается 632 зданиях школ учатся наши детки. Но понятно, что существует сегодня двусменное обучение. В основном это город Якутск, составляет где-то 19, почти 20%, где есть двухсменное обучение, 26 тысяч ребятишек. Всего у нас в системе общего образования учится 133 тысячи детей. Конечно, эта проблема существует, она есть. Но мы для себя определили приоритетом аварийные ветхие школы. В основном, конечно, это аварийные. Аварийность у нас еще сохраняется. У нас еще 11% аварийных школ в республике. Это 73 здания. Но мы сегодня для себя услышали обнадеживающие направление работы Федерального министерства образования и науки, что с 2016 года, возможно, запустится программа поддержки субъектов по строительству школ. Надеемся, что и дойдет и очередь до того, что у нас ребятишки учиться в 2 смены не будут. В 2014 году мы ввели 10 школ, как и планировали. На 2015 год, конечно, у нас возникают определенные трудности, но мы для себя определили, что в 2015 году мы должны по инвестиционной программе определить приоритетом, завершать объекты, те, которые начаты. Конечно, нам придется, на это нам указывает и федеральное правительство, это, наверное, понятно, потому что незавершенное строительство в таких больших объемах, это тоже чревато для бюджетов субъектов. Поэтому будем стремиться к тому, чтобы у нас ребятишки учились в 1 смену, но у нас приоритет – это аварийные школы и, конечно же, то, что сегодня мы приоритетом ставим доступность дошкольного образования. Основной результат то, что мы действительно увидели своими глазами, как развивается система образования в Якутии. И не только образования, потому что мои коллеги были, скажем, в технопарке сегодня, увидели, как обстоит дело с инновационной системой, с новыми малыми предприятиями инновационными. Поэтому очень важно было побывать не только в столице, в Якутске, но очень важно было посмотреть и на сельские школы, на поселковые школы. Мы были вчера и сегодня половину дня в Аймяконском Улусе, посмотрели, как действительно в условиях экстремальных погодных условий работают и школы, и детские сады. И могу сказать действительно, что руководство республики уделяет большое внимание и делает все для того, чтобы для каждого ребенка, вне зависимости от того, где он живет, где он учится, были обеспечены условия для получения качественного
дошкольного образования. Но еще, конечно, очень много сделать предстоит. И вот действительно сейчас мы вступаем в такой период времени, что у нас будет увеличиваться количество школьников. И, к счастью, каждый год в первые классы приходит все больше и больше детей, чем год назад. Но это означает, что перед нами всеми стоит очень серьезная задача по строительству новых школ. Вот эту задачу мы будем вместе с руководством республики в течение ближайших лет решать.